А вот и переправа. Офигенно круто. Уху! Вам не просто ехать, да? Вам вообще не просто ехать. Нет, я только что достала. Правильно, правильно. Для истории все надо записывать. Тем более такой поход эпичный, в такую погоду. Всем привет! Мы на остановке в районе Владимировки. Замечательная велерская погода. Нас целых 6 человек. Едется очень легко и хорошо. Смотрите, какая природа. И сегодня у нас будет замечательная ночевка на красивейшей сопке. Это мы еще вернемся к вам. Отлично. Ура! Все здорово, ребята! Да, красиво. Вон коробки.
наверное, думают, что есть велосипедистов к счастью, да? Операция по вытягиванию трубы. Хотим перекинуть мостик. Мы подоскали возле. Будем переходить сейчас брод. Пытались сделать мост. Тщетно. Где нашли иной выход, где нашли Переправа через речку Улах. Река небольшая, но не перепрыгнуть, не перескочить, не переплюнуть. А вот таким образом можно пройти. Очередной велосипед. Сегодня у нас Петя прямо паромщик. Всех переправил. Вот что значит вовремя взятые сапоги. Ура! Это же еще речной, да? Это горный, да? Это сапоги у него велобахилы? Или бахилы такие, Люди сейчас будут идти. А вот и переправа. Офигенно круто. Уху! Переплавились. Мы сейчас как горные бараны тут едем по склону. Вот такой вот склончик отличный. Нам вон на ту сопку нужно. Ехать можно, и это главное. Красиво, солнечно, тепло, комаров нет. И еще одно форсирование водной преградки. Совсем детская водная преградка, даже бревно лежит. И вот Настя почти падает. Конечно, нет, тут невозможно упасть, а даже если можно, ничего не произойдет. Остался Василий. Давай. Мы в тебя верим, молодец. А теперь внимание, та-дам! Вот она, рыба моей мечты. Самое стрёмное, что не на эту сопку, а на следующую. Поэтому эту сопку мы сейчас возьмем, но не в лоб, а вот там вот по диагонали. Выйдем в лесочек.
Так, и сколько так еще велосипед тащить? Полметра. Поднялись на сопку. Точнее, мы еще поднимаемся, отгруженные связь. С такими вот баулами тащим. Велосипеды, конечно. Алло, что звонил? Там что, нормально все наверху? Подниматься можно? Нет. Камни спутки. Мы так и планировали. Всё, давай спускайся. Песок с камнями где идет. Слева поваленные деревья. А так не скажешь, что там поваленные деревья. Ну там есть поваленные деревья. А? Есть. Которые стремятся в город, да? Всегда какой завал деревьев. Горные козлы. Хотя бы метров на 5 поднять. Там еще, кажется, какие-то скалы, да? Скалистая место. Как это там Хая? Каждый день, говорит, в гору забирать. Надо было флаг с собой взять. Ох. Горизонт завален. Говорили они. Ты что, собрался ехать? Нет, тут есть дорога. Это не развал, а это прямая. Пошлите кто-нибудь. Somebody help me. Отлично. Да, это у нас такой небольшой традиционный прорыв через лес. Любой поход должен сопровождаться какой-то изюминкой. Вот это вот фишка похода, это вот такой вот прорыв. Но не так страшно, впереди страшнее. Да? Поэтому все супер, все здорово. Все довольны. 100 метров леса, и мы у цели. Красота. Это все-таки квасок, да? Они будут просить его. Так, Я возьму его. бензин, говорили они. Говноквас, говорили они. Хороший или не очень? Шоу. Проверил. Так, ложка, точно так и есть. Так, Был в прошлый раз, да? Да, прикинь. Это Александр его покусал. В онлайне удаленно. Я потом все видео сделаю в один фильм Да, классно было бы вообще. Супер. и отправлю вам. Да? Да, не глядит. Далеко не глядит. Коньяк.
Приятного аппетита всем. Спасибо. Мгм. Вообще норм. Вообще норм. Ребят, как впечатление? Вообще супер. У нас был и подъем, и брод, и прорыв через лес. И теперь мы наконец-то достигли цели. Сидим, покушали, ждем чаек. Место замечательное, вид отсюда просто обалденный. И я уверен, что все довольны. И самое главное, надолго запомнят этот поход. Очень-очень круто на самом деле. Отлично. И тайник будет, да? Да, еще будет вишенка на торте. Это вот геокэшерский тайник. Мы Ура! сейчас его возьмем, снимем и расскажем, что это такое. Отлично. Девчонки, давайте. Чья пластиковая кружка Моя не выдержит, да? выдержит? Ну просто такая смешная. Ага. Термоса, крышечка термоса. Это моя. Заход солнца, да? Типа на одного, что ли? Тут место. Коридор большой. Ой, как люди. Я снимаю. Запад. Запад, да, получается? Пошлите. Север там, запад там. А какой наискосок? Полупопутный. Наискосок. Полувстречный. Что уж полувстречный, чем Мы же на север. фига от костра отходишь. Улыбно. Да, нормально. Так, ну что ж, друзья, вот один из наших, я точнее, из подумал, наших Камера не отворачивается. целей, ради которой мы ехали, это вот такой геокэшерский Не тайник. ломай. Они уже, вот тут он слишком явно показан, закрыт камнями, но это потому, что место само труднодоступное, и сюда не каждый доберется. Вот, обычно он выглядит в виде контейнера водонепроницаемого. Желательно, чтобы дождь, снег его не замочил. Завернут в пакет, и внутри также находится пластиковый контейнер, который тоже герметичный. Вот примерно таким образом выглядят все тайники. Это федеральный сайт geocaching.su. Любой может заложить тайник теоретически, опубликовать данные о тайнике в интернете и завести дневничок тайника. Вот такой вот специальный есть формат. Здесь название, дата его восстановления. В данном случае мы видим, что тайник был разорен, и в 2016 году его восстановили. То есть тот, кто сюда приехал, он увидел, что тайник разорен, и его восстановил. Здесь публикуются записи. Вот первая запись это уже наша. Мы были здесь 13 августа 2017 года. После нас вот целая куча. Анимешник был в 2018 году. Еще целая куча детей. И вот еще были тоже школьники здесь. А еще даже пара людей. Вот. Тайник составляет вот такие вот безделушки. Некоторые вещи довольно прикольные. Вот здесь вот я вижу какой-то какие-то бисер, мячик, что-то еще, да. Верблюд из Египта, магнитик, да. Яйцо какое-то. Если сейчас у нас что-нибудь найдется ненужное, мы можем положить и указать здесь, что мы туда положили. Записывается, все это запаковывается и оставляется для следующего посетителя, для следующего визитера. Это все публикуется на сайте. Довольно интересное занятие, если учитывая, что тайники, они в живописных местах, взятие их это дополнительный такой вот бонус для путешественников. Так, вот Очень координаты. здорово. Угу. Так, там ручка есть уже, да? Да, обычно Записывается. кладут здесь, ручка, она не допускается, потому что от температуры она может вытечь или наоборот расплавиться. Мгм. Обычно карандаш, да. Карандаш, и вот все они пишут карандашом, чтобы не размылись чернила, не размылись вот
эти все ручечные надписи. Это вот все карандашом. Поэтому мы сейчас здесь отметимся, что в тайничке все отлично, запишемся и оставим его здесь для последующих визитов. Все отлично. Вливайтесь. Отлично. Как ощущения? А у вас уже какой поход, да? Уже у кого спросила туда. Вообще посещаемость, столько Да? людей было. Если у нас оказывается. Последний вот кто-то так скромно записался. 19 год, 29 августа 19 года. Это 27 августа, то есть чуваки буквально вот с интервалом. Да, вообще каждый день, ага, реально. Потекся. Сидим у костра, да? Так мило. Да, самое время погреться. Последний Вот ради лучи таких солнца моментов выловить. мы выбираемся из города, Это Мгм. точно. отдыхаем с работы. Да. Она уже затупилась, но в принципе вот такую сухую снять нормально. Замерз? А? Ты замерз, что ли? Нет. Скамейки делают. Причем там завалы, да, вот эти бревна все, и приходилось прорубаться. Но сплав это с велосипедами, это жесть, конечно. 6 камер от КамАЗа, и вот это вот они все там сделали, все везли. И мы их встретили, да, на Иланке, они А ты тоже тогда был? с Тидоров. Я сам же был. А, да? Так это вот мой был первый поход. Потому что, по крайней мере, закрытое какое-то помещение. Потом Вышли на крыльцо такие, вышли, и там вот Окошко одно горит, один. окно одно горит, и вся деревня спит. Мы туда пошли, Деревня, что и делать. постучались, и дверь сразу открывает, да? А, мужик Да. такой в майке. Да, заходите, заходите. Ага, типа. Нет, Слава даже не даже. спрашивал, да, по-моему. А можно мы велики занесем? Да, А, заносите. Уху! Это бывшая больница, амбулатория, и половина пекарня, половина как это для приезжих работников. Гостевой дом, да, типа. Типа гостиница, короче, там. Для работников. Там как раз были ребята. Билайн, что ли, они там ставили, что-то такое. Покормили нас еще. Ну как, чай предложили, хлеб. Картина маслом. Люди пьют кофе, да, встречают. Ну, рассвет уже не встретили. А вы пейте кофе, не обращайте внимания. Просто. Чтобы было непостановочно. Мгм. Ага. Я не поняла. Мы покидаем это гостеприимное место, чтобы вернуться через 3 года. Ура! Завтра увидимся. Да. Усыпка? Взяй. Ну что ж, вторая эпическая часть — это спуск. Обалденный, крутой, веселый спуск. Прямо по сопке. Дороги нам ни к чему. Куда, Саня, это посмотрим? Ну не по такой же.
вот мы видим эпичный спуск сопки. Вон там мы были. А вот эти вот точки, которые вот там вот по склону рассеяны, это велосипедисты, которые пытаются спуститься с горы. Но, как говорится, спускаться не подниматься, и поэтому спуск пройдет просто эпично и замечательно. Ура! Это подготовка к следующим походам. 24 мая, 11:35. Долина Аркань. Спустились с этой высоты. Фух, вчера жестко поднимались. Это не было в планах, да? Ну, вообще, да. Это чистой воды импровизация. И вот мы уже внизу, если это видео, благополучно спустились за 20 минут. Сейчас нам предстоит небольшой прорыв через речку Улах. И каких-то через километр мы будем на трассе. Самое главное, что спустились быстро, качественно, без потерь и на позитиве. Хорошо. Ну да, по идее мы тоже. Ага. И вот первая остановка здесь. По пути как раз Ага. получается. И это самое обратном пути тоже здесь будете Слушайте, останавливаться, здорово, да. отдыхать, Отличная мысль. набираться силы. Вот Как раз из поэтому- города вечером выезжаешь, сюда к ночевке можно Да, приехать. вот 50 ночевка. километров как раз. Да. Да. Ага. Здорово. Вот поэтому Как для зовут этого- вас, подскажите, пожалуйста. Зовут вас как? Николай. Николай, да? Мгм. Если что, можно будет. Да, вот Спрашивайте. старшим можно это самое, с телефона. Да, чуть-чуть. Надо как Вилька поднимался. От моста, там перейти речку, подняться до Лепа, вот который на сопке, и оттуда херачить наверх. Ага. Там, тем более, по-моему, тропинка даже была. Еще и за перо заднее. Хватай, да. Под плечо, руку туда. Ниже, ниже, ниже. За перо бери. Ближе к сзади. Еще ниже, за нижнее. Вот это? Да, только ближе к концу. Вот так? Да, и седло, чтобы было на плече. Под седло пролезь. Так? Да, на плечо, чтобы было на правом. Вот так. Вот так вот, все. Круто. Лайфхак. Держит? Да, конечно, иди. А ты сам, милый, найдешь? Оп, все, отлично. И еще очередной обхильчик пешеходный. Сопочка на Табагинский мыс. Красота здесь. Так, Орел далеко. Где? Ну, Орел вообще далеко так. Где? Казалось, все прошло так блин. А, вот это что? 10 минут, да. Женя еще говорил, что 2 часа на Орле. А сейчас 2 Вот, и потом мы поедем вдоль мыса. Там можно реально ехать, кроме шуток. Там есть тропинка. И оттуда будет вид на реку вот с этой стороны. Очень здорово, живописно. Очень симпатичная лесная дорожка. И выйдем на Табагинский мыс непосредственно. Это вот будет еще один достаточно красивый. Миленькой. Вот прям какой-то сопочный поход. Вот не едется им по равнине, и все тут нет, чтобы спокойно ехать по асфальту, по каким-нибудь ровным дорожкам. Вот прутся в гору, полюбуйтесь на это безобразие.
Вышла из группы, да? Покинула группу. Ага. Такого-то числа едем в поход, будут небольшие сопки. Вышла из группы. Вот уже мы видим другой вид на долину. Уже, так сказать, с более северной части. Сейчас там будет как раз поворот прямо по мысу, и река будет под нами. Из достопримечательностей там еще памятник Каландрашвили будет недалеко. Ленский Зореб, санаторий. Огромные поля, заброшенная хлорстанция, мамонты и замечательный город-герой Табага. И снова в гору, и снова подъем. Живописный красивый подъем. Нам ни к чему равнины и спуски. Подъемы — это наша стихия. Даже пусть пешеходные. Две велосилы. Это вам не просто ехать, да? Это вам вообще не просто ехать. Добрались. Классно. А? Да. Вон там еще сидят. Путешественники, товарищи. Практически на самом высоком месте, самая высокая точка, вот пожарный ров. Двигаемся вот там, вот парочка будет распадков, и дальше примерно через километр должна начаться дорожка, тропинка, по которой можно будет ехать. Вон те вышки, которые идут через реку. Раз, два, три. Там будет слева за лесом 4-я, 5-я. Вот нам, грубо говоря, к ним. Но они ближе, чем кажется. Можно устроить, да. Вот откуда люди пришли. Спуск такой, и вот там, видишь, подъем. Ага, те фотки. И Зажилили. Но. Кто-то придумал. да. Круто. А что вы хотели магазин больше-меньше? У нас овсяный перекус. Мы на одном из самых живописном вьюпоинте по пути. Это вид на реку уже совсем рядом она. Сейчас парочка сопок и конкретно будет сам Табагинский мыс непосредственно. Почти дома мы уже. Почти. Походу убийцы. Жалко, ветер все равно лобовой. Ну, не страшно. Там вкусно Табаги. Там 29 километров. И поехали. Подожди, там наш завал. А, там нельзя ехать, кажется. Снова в гору и снова подъем. Поле же можно. Поле оно перепаханное, видишь, продольно. Будешь проще пешком будет пройти по полю. Но дорога есть по кругу, лучше проехать. Петля такая, 3 километра, вообще не крюк. Против солнца сложно. Ну, поехали. Все, все готовы? Да, Да, поехали. едь. Поле ждет. Ненавистный асфальт. Любимый асфальт. Догоню. Заключающие слова или еще там? Да, ну, заключающая будет на вечном огне. Ага.
А здесь мы уже добрались до города. Мы сейчас на посту ГАИ, кончился раздолбанный асфальт. Мы прошли более 100 километров уже на данный момент. У нас сейчас финишный рывок до вечного огня, где мы закроем маршрут с точки начала, совпадает с точкой финиша. Все молодцы, все здоровы, все супер. Ура! Ветер встречный. Что? Доехали? Ехали. Наконец-то доехали. Такая, все, домой поехала один-один. Все, я домой, я в ванну. Все, я больше. Все. Ну вот мы закрыли наш поход, финишировали на вечном огне. Пройдено порядка 125 километров. Это был очень интересный поход и с пешеходными подъемами, и с бродами, и с живописными видами. Но он закончен, к сожалению. Ждем следующие походы, вливайтесь! Ура! Ура!